Добрый день, уважаемые коллеги. Повод такого пресс-конференцию – это проведение областной благотворительной акции «Доказано жизнью» для больных детей, победивших недуг, который проводит благотворительный фонд «Парус надежды» вместе со многими людьми и организациями. Тема нашей пресс-конференции «Раковый приговор доказано жизнью», как и носит название такое же созвучное сам благотворительный вечер. Сегодня нашими гостями являются Александра Пахацевская, замглавы управления благотворительного фонда «Парус надежды», Борис Барский, режиссер, актер группы «Маски». Возможно, Елена Редькова, обещавшая, подойдет. Ждем, если не готова. Александра, вам первый вопрос. Что побудило вас к этой акции? Понимаю, что она будет первая. Наверное, первая такая масштабная. Как удалось выйти на такой масштабный уровень? И что вообще будет происходить 10 сентября? И как мы тоже к этому можем подключиться? Спасибо, Александр. Во-первых, здравствуйте. И все-таки позвольте перед ответом на вопрос сказать большое спасибо вашему информационному агентству. Потому что, говорю честно, мы впервые готовим такое большое мероприятие, и мы рассчитали немножко свои силы, не все успевали. И инициатива проведения пресс-конференции целиком полностью принадлежит информационному агентству, за что низкий поклон. И в вашем лице всем нашим одесским медиа, потому что такой поддержки, которую получает помощь онкобольным детям, деятельность нашего фонда, ее трудно переоценить. То, что стал возможен этот праздник, во многом заслуга наших одесских областных и городских медиа. Теперь отвечая на вопрос. Идея праздника на самом деле возникла давно. Первый подобный опыт у нас в 2008 году был. Но тогда это все прошло гораздо более скромно. На базе лагеря «Молодая гвардия» мы приглашали новых гостей. Это был внутренний такой праздник именно для детей и родителей. И по вниманию прессы, которая была тогда, и по резонансу этого события, и по возросшему интересу к теме и объемам помощи, и звонкам телефонным просто людей, которые сказали, что а что они выздоравливают, мы не знали, пока не увидели сюжет в новостях, что этих детей можно видеть. Именно по этому резонансу мы приняли решение все-таки готовить праздник в большем масштабе, потому что дети, выздоровевшие от рака, это, пожалуй, самый безусловный повод для радости. Это повод задуматься над тем, что жизнь побеждает, что надежда и вера – это понятия, которые делают чудеса. И еще один важный момент – чудеса творят сами люди. Поэтому День выздоровевшего ребенка – это праздник не только, в первую очередь, конечно, детей и их семей, которые справились с болезнью, праздник врачей, отдавших все свои силы, наших одесских врачей, праздник доноров, которые безвозмездно сдавали кровь этим детям, но это еще праздник десятков тысяч одесситов, благодаря помощи которых это стало возможным. И очень важный аспект, почему этот праздник нужно проводить публично, почему об этом надо говорить, даже не буду громко и кричать. Сейчас в отделении на излечении находится порядка 40 детей. Семьи этих детей нуждаются в надежде, потому что это главное, что помогает бороться с болезнью крови лекарств. И для них очень важно посмотреть свое будущее, увидеть себя, например, в роли зрителей на концерте в следующий год. Программа рассчитана на 2 дня, подготовлена «Парусом надежды», там морские прогулки, и шашлык праздничный, и конференция будет, импровизированная такая конференция родителей, которые изъявили желание создать общественную организацию родителей выздоровевших детей. Очень много программ будет именно в самом лагере «Сказочный». Но главным публичным событием будет концерт в Театре Москомедии 10 сентября в субботу. Он начнется в 18:00. Название «Доказано жизнью» говорит само за себя. Что гости концерта, повод для праздника – это еще одно доказательство, что жизнь побеждает, если мы, люди, делаем для этого все, что в наших силах. Мы благодарны Театру музыкальной комедии за гуманное к нам отношение, за заботу, за внимание и помощь, которую мы в подготовке оказываем. И мы благодарны очень большому количеству
Знаете, я даже, наверное, не смогу перечислить все. Я надеюсь, что те, кто придет на концерт, увидят. Обычно это называется брендпол. Мы назвали это «Стена благодарности», потому что там будут логотипы всех компаний, которые причастны не только к этому празднику, но и на протяжении нескольких лет помогают фонду «Парус надежды» спасать детские жизни. Что еще хотела сказать? Чтобы было понятно, фонд «Парус надежды» – это фонд, созданный 5 половинчанами Одесского форума в 2007 году. Никакого крупного бизнеса, ни одного политика, никого за этим нет. И то, что нам удалось в эти годы делать, только благодаря тому, что, например, на поселке Котовского живут пенсионеры, которые каждый месяц 10 гривен переводят на свои пенсии с помощью КБН детям. Есть компании, которые посчитали для себя обязательно выделить большую сумму каждый месяц вычислять на приобретение медицинских препаратов. То есть это праздник действительно десятков тысяч жителей Одессы и Одесской области. Я пытаюсь не забыть сказать спасибо. И спасибо большое еще раз нашим медиа, потому что только последние несколько лет громко заговорили об этой проблеме. И статистика вещь упрямая, процентов, во-первых, медицина идет вперед, а во-вторых, все больше помощи получают онкобольные дети, и поэтому мы можем с радостью говорить о том, что сейчас в Одесской области живет 200 уже детей, победивших онкологические заболевания. Это очень радостная статистика, и буквально лет 10 назад она была другой. 200 за последние. Это вот статистика, которую дали нам медицинские статистики за последние 4-5 лет. Я подозреваю, что она не полная, потому что если проходит 5 лет после окончания лечения, то детей вообще снимают с учета, и вот мы попробуем все-таки и их судьбу отследить, и найти. У нас есть несколько просто контактов, люди вылечились 15 лет назад. Просто интересно, потому что эти цифры дают надежду всем тем, кто, не дай бог, в жизни сталкивается с такой проблемой. И что очень важно, вот эти цифры и эти дети, которые будут на концерте, и некоторые не даже будут выступать, это наполняет вот всю благотворительность, да, вот конкретным смыслом. Вот конкретный ребенок, чья жизнь спасена именно благодаря вашей помощи. И мы очень хотим показать всем, кто отрывал от своего семейного бюджета, поверьте мне, не лишние деньги, и отдавал их для того, чтобы эти дети смогли выйти на сцену и сказать «я люблю тебя». Спасибо, Александр. Что побуждает вас? То есть вот мотивация людей, да, которые в это включаются? Наверное, потому что эта проблема мне тоже не безразлична. Я когда-то придумал, вот сейчас буквально проходят дни города, да, день рождения Одессы, я придумал стихотворение «Мы счастливы, когда здоровы дети, неважно, вундеркинды или балбесы, здоровье, счастье одесситам всем на свете, и вместе с нами будет счастлива Одесса». У нас самые, правда, талантливые, самое лучшее, наверное, что мы умеем делать, это детей. Наши дети самые лучшие, вот, одесситки самые красивые, одесситы самые остроумные. Но помимо этого, одесситы еще сами по себе, они очень великодушные, они душевные. И просто если мы поднимаем эту проблему, а проблема действительно очень важна. Для меня открытие было, я вам честно признаюсь, когда мне сказали вот о такой статистике, я был уверен, что рак это уже все, это до свидания. Вот. И я вот сейчас говорю, у меня мурашки по спине бегут, если вот 200 детей поставили на ноги, если 200 детей, у них появилась уверенность в том, что завтра будет, и завтра будет прекрасным, значит, можно сделать так, что и 2000 детей будут счастливы. И мы разговаривали с Александрой, вот она рассказывала о проблемах, о тех, которые стоят в больнице, о том, что нет аппарата УЗИ, вернее, как бы он есть в больнице, но этих детей, которые находятся под химией, которые слабы, которые переносят мучительное состояние, их нужно перевозить из одного корпуса в другой, вот, и это просто несправедливо даже по отношению к детям. Мне кажется, что в такой ситуации нельзя быть равнодушным. Я очень благодарен тем бабушкам, которые переводят по 10 рублей. Конечно, это капля в море, но если мы каждый по капле дадим, то мы сделаем новое море. Все, вот у вас есть как раз пример этой капли, очень такой мотивирующий. Жалко, что я не взяла благодарственный лист, нарисовала ребенок на рисунок, сказала спасибо. В апреле проходила акция «Копилка доброй надежды», я думаю, многие видели.
информацию тоже. Спасибо опять же за поддержку информационной в области. Почему копилку? Потому что мы, учитывая очень тяжелую ситуацию с медикаментами в отделении нашей областной детской больницы, отделении гинекологии, обратились за помощью к детям. Помогите своим сверстникам. И это была совершенно добровольная акция. Если ученик школы, обратитель школьникам хотел, он мог привести в назначенный день мелочи своей копилки домашние, столько, сколько он сочтет нужным. И кинуть в стеклянную трехлитровую банку с провизью. Потом эти все деньги суммировались, что школа собрала, и переводились на специально открытый счет. Вот так и называется, копилка доброй надежды. И казалось бы, что могут детские копейки. Итог первой акции, которая, я считаю, была еще достаточно мало подготовлена, 158 тысяч, 600 с чем-то гривен, простите. Не в этом дело. 23 ребенка получили очень дорогие препараты, прошли исследования МРТ и ПТ. Мы, как организатор акции, поставили главное условие — добровольность, чтобы никто никогда никому не принуждал. И обещали, и гарантируем это по-прежнему, и отчитывались каждый день, что средства с этого счета не будут потрачены ни на что, кроме лекарств и медицинских обследований. И в каждую школу в области уже пришли такие письма, а вскоре каждая городская школа, принимавшая участие в акции, там пофамильно перечислены дети, по экземплярно перечислены флаконы с лекарствами, которые куплены на собранные 158 с лишним. То есть, если детские копейки помогли собрать 158 тысяч гривен, да, мы знаем, что лекарства и исследования при этом заболевании исчисляются тысячами и десятками тысяч гривен, то объединившись, взрослые могут сделать, наверное, 200 или 100 раз больше. Я очень люблю одну фразу повторять, просто задуматься, что такое 1 гривна в нашей жизни. Это сейчас ничего, даже не шутка. 2,5 миллиона жителей в Одесской области. Если бы ежемесячно найти способ такую сумму вкладывать именно в наше отделение гематологии, конкретных детей, конкретных городов, то мы бы, наверное, за год мы бы решили все проблемы, мы бы оборудовали отделение так, что не надо было ездить ни за границу, ни в Киев, и нести дополнительные материальные потери, моральные и так далее. То есть Одесская область настолько состоятельна и настолько отзывчивые люди, что если придумать, как это сделать, мы бы эту проблему решили сами. Есть шанс анонсировать акцию гривна, одесская гривна, там, или как хотя бы подать идею, каким образом. Да. У нас есть программа «Радуга доброй надежды», рассчитана на 2 года. Мы планируем собрать 10 миллионов гривен именно на аппаратуру для отделения. Если вы нам в этом поможете, пройдет событие, пройдет концерт, и мы начинаем крупно заниматься уже этой акцией. Мы будем очень рады. Потому что можно реально решить реальные проблемы. Не какие-то глобальные, не спасти все человечество, а спасти конкретные проблемы детских жизней. Мне кажется, это все. Кроме того, это проблема, которая затрагивает не только детские жизни, но всю семью, всех близких. Это целый мир. Есть у нас это тоже что-то возможно. У нас, наверное, это возможно, но была бы добрая воля операторов. Тогда мы обращаемся еще и к операторам. Потому что... Коллеги, вопросы? Питью, поручание, детская форма. Теперь поручание правосудия. Это личная проблема. Я думаю, что у каждого, наверное, были свои мотивы, но я знаю всех 5 учредителей фонда. Так получилось, что когда я познакомилась с деятельностью фонда, оказалось, что там двое моих знакомых. И это люди просто не умеющие заходить мимо. В принципе, всю нашу волонтерскую команду и сотрудников фонда, и учредителей, именно это качество объединяет, пожалуй. Они просто не проходят мимо проблем, если чувствуют, что они что-то могут сделать. Пожалуй, они все очень разные материальные положения находятся. У кого-то есть семья и дети, у кого-то что-то пока не сложилось, или они очень молоды для того, чтобы об этом говорить. Не все столкнулись в жизни с проблемой онкологии в своих семьях. Есть кто столкнулся, есть. У меня, например, слава богу, позитивный опыт. Мама уже больше 20 лет жила после такого диагноза и операции. У всех свои мотивы. Но я знаю одно, что это люди, которые просто не умеют проходить мимо. Мы, когда на приводе акции проводим предпослание, с нами наши дети часто стоят. Кто подрос уже и тоже помогают раздавать фотографии, чем-то заходите мимо, помогите детям. И вот вопрос, который задают наши дети: мама, а почему они отворачиваются, или почему они ходят, почему они боятся?
Ну, наверное, многие из нас на этот вопрос не смогут ответить. Но если можно, это очень важно. У меня в Дерибасовской на День города была история. Если можно, расскажу. Мы тогда пытались как бы проинформировать людей о концерте вот с этим баннером и пытались продавать билеты. Могу сказать, что эти билеты продали, пока нам дождь не помешал. Но подошла женщина, она шла с почкой, судя по возрасту, и она, видно, глаз выхватила из афиши слово «онкологический». И она сделала вот так, какой ужас, и начала убегать. Я не знаю, ну вот я, наверное, была не права, не вежлива, но я схватила ее за руку, подтащила к афише, говорю, пожалуйста, задержитесь. И пальчиком говорю, прочитайте первую строчку, день выздоровевшего ребенка. В смысле она мне говорит? Я говорю, это будет недушеводительный концерт. Там никто не будет вышивать слезу и кричать о проблемах, которые тоже важно. И посмотрите, это выздоровевший день, это будет праздник, это будет позитив, это будет праздник победителей и праздник веры и надежды. Она на меня смотрела, потом говорит, неужели они выздоравливают? Никогда бы не подумала. Вот мы очень хотим, и это тоже одна из причин, затеять все это было, сломать вот этот стереотип, что больные дети прибывают. Я вас, наверное, удивлю, по злокачественным заболеваниям крови, особенно лимфобластным лейкозом, 95% в мире детей, заболевших, имеют шанс на полное излечение. На Украине, к сожалению, порядка 70%. Сейчас медицина прекрасно лечит тот же лимфобластный лейкоз. И причем лечит его везде одинаково. Не важно, только там это стоит в десятки раз дороже, а протоколы те же. Все зависит от того, получат ли дети вовремя помощь. Будут ли деньги у родителей, а если нет, у благотворительного лекарства. Государство сейчас мало, к сожалению, участвует в этом процессе, там пересматривается программа, поэтому весь этот год уровень Одесской области лечит одесситы и жители Одесской области. Я могу сказать только за наш фонд, я горжусь этой цифрой, мы сами немножко даже накатали. В середине августа мы посчитали сумму оказанной помощи. Отделению оказана помощь в виде медикаментов и аппаратуры на сумму 940 тысяч гривен. Это только через фонд «Парус надежды». Александр, когда мы говорим о отделении оказанной помощи, это как-то не лично. Ты понимаешь, что вы оказываете личную помощь конкретным детям, да, конкретным лекарствам, то есть это не просто там отделение, куда вы ушли, лекарства. Как работает? Нет, он работает в тесном сотрудничестве с врачами отделения. Врачи сообщают о том, что вот доступил ребенок, такой-то диагноз, какие-то препараты, вот это есть в отделении, а вот этого нет. Мы общаемся с родителями. К счастью, еще есть семьи, которые пытаются делить сами, потому что взять 100% полностью обеспечения пищевого. Но есть семьи, например, семья школьной уборщицы из Лепешовского района и тракториста, и 4 детей. И сумма лечения минимальная, вот это 30 тысяч гривен может подходить к тому обычному осложненному лейкозу. Ну где они возьмут эти деньги? Даже если они корову, хату продадут, там кто-то пытался ставить свежих, 1500 гривен продать на один другой лекарство. То есть у них других шансов нет, это только помощь. И мы просто закупаем конкретные препараты. Мы пишем на форуме, мы пишем на сайте, мы обращаемся к ребятам через средства массовой информации, когда очень большие суммы. Когда суммы небольшие, то постоянно регулярными сборами это покрывается. Деньги, иногда вынужденные деньги тратят на то, чтобы, например, ввести ребенка в Киев, там пройти обследование необходимое лечение. Ну, как бы на самом деле, если заинтересоваться этой темой, все подробно описано и на сайте, которое отделение «Помогите помогать». Я думаю, раздел «Помогите помогать» написано, знают многие, но все знают, что мы специально разделим помогать помощью. Несколько слов в концерте, который у вас там достаточно звездный состав. Людей, которые откликнулись на это, да, то есть немножко к самому концерту, что это будет мероприятие, вы видите, что будет праздник победителей, и в нем будут мне сложно говорить, я просто подводить не хочу. Я немножко другое хотел сказать. Знаете, я тоже шел, во-первых, очень хочется, чтобы у всех осталось позитивное отношение к этой проблеме, и это будет действительно праздник. Я когда поднимался наверх, я вот посчитал ступени, и вдруг у меня такая фраза сложилась. Здесь ровно 20 ступенек, 20 ступенек к празднику. Вот. И под таким названием тоже нужно было нашу сегодняшнюю встречу назвать, потому что
ну, хорошо, что мне даже приятно для себя, что я узнал о такой проблеме и узнал о решении. Ну, это не просто проблема, это проблема, которая имеет решение. И очень приятно за тех людей, те семьи, которые все-таки победили это все, которые собираются вместе, и есть определенная уверенность в том, что вместе гораздо больше на следующий год соберутся люди, и на следующий, и на следующий. И вообще не нравится статистика, у нас 70%, а у них 95%. Почему в Одессе должно быть 70%?